Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Государственная Дума в первом чтении приняла законопроекты о вытрезвителях. Документ наделяет регионы правом создавать медвытрезвители, а полицейских доставлять пьяных граждан в эти учреждения. Законопроектом также предлагается закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Плюсы и минусы возрождения медвытрезвителей мы сегодня обсудим с нашим гостем. Это член Общественной палаты Республики Саха-Якутия Елена Шудря. Елена Ивановна, здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос у меня как к общественнику лично к вам. Все-таки вы за или против возрождения этой системы медвытрезвителей, которая работала в Советском Союзе? Вопрос достаточно такой спорный. Мы долго шли к тому, чтобы отказаться от этих вытрезвителей, потому что это была такая унизительная форма оказания помощи людям, которые оказались нетрезвыми. А с другой стороны, мы видим, что часть людей, которые нетрезвы, как вы сказали, потеряли способность к ориентации в пространстве, они у нас погибают, попадают в ситуации неблагоприятные, где просто мороз их лишает жизни, либо какие-то другие ситуации, где их жизнь находится наоборот в зоне риска, они не в безопасном состоянии и погибают, может быть, от рук не очень хороших граждан. Вопрос сложный. Палка о двух концах. Палка о двух концах, да. Но в рамках обсуждения этого вопроса у нас в республике пришли ли к какому-то единому мнению, нужно ли у нас в Якутии возрождать вытрезвителей? Как видим, что в принципе уже пошли, такие серьезные собрание совещаний уже провело, администрация города Якутска уже провело совещание по поводу открытия частного муниципального предприятия вытрезвителя. И что послужило причиной, что с начала 2019 года у нас уже больше 70 уголовных дел на тех граждан, которые были нетрезвы. То есть проблема очевидна. Но ее решить тоже возможно и можно, но до сих пор, пока решение не принято, хотя совещание прошло, и все это еще будет рассматриваться на заседании Координационного совета предпринимателей, потому что все-таки это будет уже не просто государственное медицинское учреждение, а это будет муниципально-государственное партнерство. То есть нужен предприниматель, частник, который бы за это взялся. Так и об этом и говорят уже у нас и в Российской Федерации, что это должно быть на паритетных началах. Вы упомянули о 70 уголовных делах, возбужденных в отношении тех, кто совершил преступление в пьяном виде. А есть ли какая-то информация, какая-то статистика, что в регионах, где подобные учреждения функционируют как социальные, эта криминальная ситуация, скажем так, более благоприятно выглядит, или наоборот, где в регионах, где такой формы помощи нет, то там все-таки криминоген растет? Но в любом случае мы можем обратиться к нашему своему доморощенному опыту трезвых сел. Там также могли быть люди, которые могли быть нетрезвы, с ними могло что-то случиться. Но если население этого небольшого поселка, этой небольшой деревни, какого-то района приняли решение жить трезво, то, соответственно, у них нет этих людей, которые напиваются, с ними что-то происходит и так далее. Мы видим снижение роста преступности, неблагополучных семей и так далее. То есть получается, что если люди живут трезво, им это нравится, их это устраивает, то этих социальных проблем не возникает. Если люди употребляют алкоголь, то неизбежно с ними это так или иначе происходит. Поэтому для того, чтобы кардинально решить проблему, нужно решать ее с самого начала. То есть денежный поток должен быть направлен на профилактику, на то, чтобы наши граждане принимали решение самостоятельно вести трезвый и здоровый образ жизни. Но если наша политика не направлена на сохранение трезвости, то получается, что ничего личного, просто бизнес. Бизнес, который просто продает алкоголь, не с целью, чтобы граждане там пострадали, а с целью получения прибыли. Но граждане от этого продукта приходят в нетрезвое состояние, и часть из них нетрезвые буйные, другие нетрезвые и битые. Проблема очевидна. Поэтому, чтобы ее решить, мы видим, допустим, хороший опыт в Татарстане. Но как там? И там идет сортировка этих нетрезвых людей. То есть нетрезвые буйные отводятся в участок. Нетрезвые битые
значит, везутся в медицинское учреждение. Но бывают буйные и битые, тогда сначала им оказывают медицинскую помощь, а потом их, значит, вот забирают, соответственно, в медвытрезвитель принудительно. Ну, вот такой способ. С одной стороны, конечно, это гуманно, но с другой стороны, все равно, значит, это большая проблема в обществе. Если мы хотим ее решить кардинально, значит, нужно пересмотреть денежные потоки и направить на то, чтобы на этот конвейер не поступали нетрезвые люди. Конечно, нужно спасать и тех же вот граждан, но получается очень интересная картина. Представьте себе такую идеальную картину: ресторан, возле него полицейская автомашина и автомашина скорой помощи. Заканчивается мероприятие, и наши граждане сортируются на два потока. Буйных к полицейским, Да, мирных в скорой да. помощи. И получается, у предпринимателя, который торгует алкоголем, никаких проблем нет. Ни битых витрин, ни поножовщины у входа в ресторан. Вот он закрывает ресторан, и как бы все в порядке. Стоит две автомашины. Кто платит? С одной стороны, сам нетрезвый платит второй раз. Первый раз он платил за то, что выпивал, второй раз он заплатит за то, что его отрезвляли. В таком учреждении или в другом. Будет ли ценник разный, я не знаю, но в любом случае как бы помощь ему будет оказана. Ну, можно, может быть, сразу в цену алкоголя закладывать и эти услуги. Я думаю, что это было бы, наверное, справедливо, если бы это было в цене алкогольных изделий. А так, получается, на нас с вами, простых граждан, будет финансовая нагрузка. Ну вот вы упомянули о том, что в рамках обсуждения о том, в каком виде должен существовать медвытрезвитель, звучит муниципально-частное партнерство. Да. Но это с точки зрения муниципалитета ему удобно, и предпринимателю это удобно, потому что он все-таки будет собирать деньги. Но вот с точки зрения общественников, какой, как вы думаете, была бы идеальная форма медвытрезвителя, если бы все-таки их у нас возродили? Идеальная форма, ну, если, скажем так, доводить до той цели, которую мы поставим. Давайте вот поставим, какая перед нами цель. Что мы хотим? Мы хотим решить проблему вот в обществе как социальную проблему нетрезвых граждан. Вот мы хотим просто принять как бы такое решение, чтобы у нас не было нетрезвых граждан. Если мы хотим эту решить проблему, то тогда получается, медвытрезвитель собирает людей и удерживает там их определенное количество дней, в течение которых им мало того, что вот дается, значит, медицинская, оказывается, помощь в снятии интоксикации, а кроме того проводятся определенные, значит, беседы, занятия, различные другие медицинские вспомогательные, значит, вот, процедуры для того, чтобы человек больше никогда не вернулся к употреблению, если мы это хотим решить. То есть такой вот социальный проект, значит, и он должен работать немножко по-другому. А если мы хотим, чтобы вот просто на время блокировать, вот нетрезвого человека блокировать, то, с одной стороны, конечно, мы будем спасать часть граждан, за их как бы счет мы их будем спасать, но он же будет опять возвращаться, и опять мы будем эту проблему иметь. Тогда получается, значит, какова наша цель? Мы просто хотим сделать картинку, что мы гуманны. Сегодня гуманны, и сегодня два автомобиля, один полицейский, другой вот медпомощи, карета скорой помощи, забирают этих людей. Мы хотим казаться гуманным государством. Да, мы вот гуманное государство, мы их забираем. А если мы хотим и понимаем, что нам надо решить другую задачу, то тогда, наверное, надо купировать само употребление этого человека. А с другой стороны, мы же понимаем, что на конвейер будут поступать еще люди. Ведь те же самые бомжи, которые сегодня у помойки, которые, кстати, вытрезвитель не будет собирать. Я думаю, что советский опыт говорит о том, что... Ну, во-первых, они не платежеспособные. Неплатежеспособные люди, они... их не будут собирать. Неприятно. Либо опять государство должно будет за них платить. То есть их не будут собирать. Будут собирать хорошо одетых, значит, которые вот только что вышли из ресторанов, вот они в таком, значит, подпитии. И не дай бог еще вот этот вот денежный поток, коммерческий интерес, как говорится, вот... Надо найти больного, и мы будем его кормить таблетками, потому что это коммерческий как бы, вот, интерес. То же самое с этим может случиться. Коммерческий интерес может привести к тому, что, как вот в последние советские годы, почему мы боролись с вытрезвителями, что собирали-то людей хорошо одетых, которые могли заплатить. Да, на работу шло сообщение на предприятие, что человек ваш нетрезвый, но не предприятие же платило за это. Если бы платило предприятие, они бы там такую организовали трезвенную, значит, пропаганду, а не корпоративы. Но получается, что если предприятие организовывает корпоративы и при этом не несет никакой ответственности, ну, ему пиши, хоть не пиши. Может быть, и в следующем как бы шаге, если довести до абсурда эту идею, может быть, действительно можно как бы сразу
человеку, кто заказывает корпоратив, сразу же и тоже 2 кареты приглашать, чтобы сразу их вот вывозили. Ну вот если до абсурда. Поэтому какая цель мы ставим, такую задачу и будем решать. Зависит от цели. Но все-таки, если законопроект о возрождении вытрезвителей по всей стране будет принят окончательно Государственной Думой, то какие организационные мероприятия ждут регионы и как в целом вы считаете, все-таки это, может быть, изменит ситуацию с пьянством в регионах у нас в стране? Ну, сразу с последнего вопроса, ситуацию с пьянством не изменит. Потому что если мы не будем блокировать поступление новых употребляющих, то сначала они будут культурно употребляющие, потом некультурно употребляющие, а потом те, кто будут нуждаться вот в этой специализированной помощи. То есть любому руководителю это понятно. Все-таки 3-е тысячелетие, я думаю, уже каждый, даже школьник, понимает, откуда растут ноги. Какие нас ждут проблемы? Ну, конечно, финансовые проблемы. Потому что это нужно будет все сорганизовать, это помещение, это и, значит, содержание. Ну, часть будет человек платить, а часть все равно лежит на наши плечи. Поэтому все как обычно. Но я думаю, что многие люди будут обращаться в суд, когда их будут задерживать в нетрезвом виде, и у нас прибавится работы в судах, потому что многие будут отстаивать свое право на культурное употребление алкоголя. Ну и что я выпил больше, это мое право, и я хочу быть в таком состоянии, и они его будут смело отстаивать. То есть мы должны будем быть готовы к тому, что многие люди будут защищать свое право быть пьяными. Сегодня же говорят, вот мой выбор, хочу пью, хочу нет. Поэтому... Но вот помимо темы возрождения вытрезвителей, общественниками в рамках мер борьбы с пьянством, какие еще выдвигаются инициативы? Ну, на уровне республики, может, на уровне города. Ну, наши инициативы, они стабильны и стабильно понятны. У нас, может быть, вот как ни в каком регионе, мы уже за 20 лет пришли к этой истине, что нет ничего лучшего, как проверенная годами, веками вещь – это профилактика. И профилактика тогда, когда человек еще не начал ничего употреблять. То есть сохранение детской естественной трезвости. То есть мы об этом говорим всегда и понимаем, что если мы сейчас туда направим денежный поток, то потом мы будем освобождены от проблемы работать вот с теми гражданами, которые так себя ведут. Или хотя бы в большинстве, да, в большем проценте мы сохраним детей. К сожалению, ДФО у нас самый пьющий регион. И вот недавно, вернувшись из Сахалина, я увидела, что все-таки мы правильно шли и идем правильным путем, то, что мы делаем в республике. То есть сохранение трезвости – это самое главное, что мы можем сделать. Елена Ивановна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.